Прям стреляет, стреляет без остановки. Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Новости из Якутска тревожные. Когда волонтеры нашли временное пристанище для Пьеро и его 3 девчушкам опекаемым, они поехали забирать их. Но приехав на разрушенное место обитания, они не нашли собак, а вблизи раздавались выстрелы. Мы очень надеемся на благоразумие Пьеро, на его осторожность. Надеемся, что он увел семью подальше в болото и в лес. Этот выходной волонтеры посвятят поискам. Будем ждать. Алтай. Алтай, который перенес такую сложную недавно и болезненную операцию на шее по удалению опухоли. Но то ли молодость, то ли привык он уже испытывать боль, прыгал, бегал, скакал, ну и допрыгался. Разошлись швы, пришлось вызывать врача на дом и накладывать новые швы. И наш белый котик Фил. Капельницы в клинике поддерживали его, спасли от обезвоживания, подняли на ноги. Но он опять в плохом состоянии и нет возможности держать кота в клинике. Это дорогое удовольствие. Опять он отказывается от еды, как бы я ни старалась, выпрыгивая из своих возможностей делать по времени уколы инсулина и вовремя измерять глюкозу. То она скачет на 4 единицы, то на 21 единицу на глюкометре. Это значит, что разное лечение, ну даже не лечение, а или кормим до инсулина, а потом укол, то ли сначала укол, а потом через час кормим его диетическим кормом для диабетиков, который он наотрез отказывается есть, плюется, фыркает из последних сил. Но засовать в него селом еду – это удовольствие ужасное. Кормить кота, накормить его очень сложно.
без еды инсулин тоже не будет иметь такой силы. Я не знаю, что с ним делать. Сегодня вот селом он немножечко поел. Не знаю. Я не знаю, что делать. Я в прострации. Не хочется. Вот столько не доел. Немножко кусаем. Совсем немножко. Ну, еще говорит, да? Друзья, вы, конечно же, помните друзей Бинго, которых мы забрали с улицы Якутска, Робин и Симона. У Робина все оказалось сложно и не так просто с ногой. Запущенный старый перелом. Возможно, отломился кусок кости, где-то надо искать, проверять. Не знаю, смогут ли врачи спасти ногу здесь, в Москве, но мы очень хотим все-таки предпринять все возможное. Наконец-то нашелся пассажир в ближайшее время, и мы планируем вывозить Робина и Симону в Москву. Обращаюсь к вам за помощью, помогите, пожалуйста, их вывести на перелет и начать лечение Робина. Надо его разместить в стационаре, надо что-то делать срочно, операцию, обследование. Без вас не справиться, друзья. Вот спасли еще одну черную девчушку. Зацепила, ёкнуло сердце, не прошли. Уж больно жалобно просилась, идя за человеком, плелась. Потом легла на дороге, безнадежно глядя на уходящего человека. Не живут там долго, все погибают. Вот если ее брать плюсом себе на кураторство, вывозить, снова надо на что-то ее содержать. Ни сил нет, ни средств. Ну как ее оставить? Поставили прививки. Временно, очень временно передерживает женщина. Стоит вопрос, или ее вывозить в Москву, или выпускать там, в Якутске. Ну, сколько проживет, столько проживет. Пока назвали Клёпа. Спасаем Клёпу или нет, друзья? Помощь ваша нужна очень. И ваше мнение, ваше решение, ваш совет. Давайте что-то делать вместе. Очень вас прошу. Друзья, эпопея с переводами PayPal продолжается. Опять ограничили прием платежей. Опять были проверки и разбирательства. Вчера пришло письмо, что проверка закончена. Друзья, те, кто помогает нам этой системой, большое вам спасибо, огромное спасибо. Но я обращаюсь к вам, проверяйте, пожалуйста, ваш перевод. Никакие услуга, покупка, оплата счета не должны быть. Я очень вас прошу. Только помощь другу или родственнику. Там есть такая в настройках графа. Помощь другу или родственнику. Никакие услуги мы не оказываем. И это не покупка. И не оплата счета. Обратите, пожалуйста, внимание. Последний месяц был настолько трудным в материальном отношении. Собак нужно было содержать, лечить. И еще вот такая проблема. Страдают животные. А все потому, что неправильно отправленный перевод останавливает и блокирует вообще PayPal, счет PayPal. Поэтому обращайте, пожалуйста, внимание. Ведь все завязано на животных. Мы стараемся ради них. Поэтому давайте вместе будем внимательными. Спасибо вам за понимание.